Менду, дорогие друзья! Мы продолжаем наши уроки по основам буддизма, и на этом уроке мы поговорим о буддийском празднике Зул. Зул для калмыков – это двойной праздник. Во-первых, это день ухода в нирвану ламы Цонгкапы. Во-вторых, это день, когда калмыки добавляют к своему возрасту 1 год. Этот праздник отмечается всеми последователями школы Гелугпа тибетского буддизма. То есть не только калмыки отмечают этот праздник. Его отмечают и монголы, буряты, тувинцы, тибетцы. В этот день, 25 числа месяца Коровы, мы отмечаем день ухода в нирвану основателя нашей школы, великого реформатора, автора многих священных текстов, по которым сейчас мы можем постигать учение Будды, изучать этапы пути к просветлению великого учителя Ламы Цонгкапы. Но калмыки отмечают этот день по-особенному, потому что для калмыков это еще и день, когда калмыки прибавляют к своему возрасту 1 год. Дело в том, что калмыки раньше не отмечали свой день рождения и свой возраст считали не по количеству прожитых дней или лет, а по количеству хозяев года, под влияниями которых они прожили. То есть, к примеру, когда рождается ребенок, он уже после своего рождения сразу вступает под влияние какого-то хозяина года. И с наступлением дня Джилинезн, когда меняется хозяин года, он вступает под влияние второго хозяина года. И, к примеру, если ребенок родился в октябре, то к Зулу и к Джилинезн ему будет всего лишь 2 месяца. Но так как он, родившись в октябре, уже вступил под влияние одного хозяина года, с наступлением Джилинезн вступает под влияние второго хозяина года, то после Джилинезн ему будет считаться по-калмыцки 2 года. Именно поэтому часто калмыки добавляют к своему возрасту 1 год в это время. По калмыцкой традиции в праздник Зул к своему возрасту 1 год добавляли женщины, а мужчины добавляют через 5 дней после Зул, то есть в день Джилинезн, то есть 1 числа месяца Тигра. Каждый хозяин года влияет на людей по-разному, в зависимости от его года рождения, стихии, под которой родился человек. Поэтому для некоторых людей хозяин года может оказывать благотворное влияние, и для таких людей год будет благоприятным. Для каких-то других годов хозяин года будет оказывать негативное влияние, и для этих людей год может быть неудачным, с какими-то препятствиями и тому подобное. Поэтому для того, чтобы сгладить какие-то вот эти негативные влияния следующего года, перед Зул калмыки делают специальные обряды и ритуалы. Самый, наверное, известный из них – это ритуал Насеутлгын, то есть ритуал продления жизни. Поскольку Зул мы отмечаем по лунному календарю, и он бывает всегда 25 числа месяца Коровы, а солнечный календарь или григорианский календарь всегда отличается от лунного календаря, поэтому дата празднования Зул каждый год бывает разная. И в этом году Зул выпадает на 10 декабря, поэтому уже 9 декабря мы начинаем готовиться к встрече этого буддийского праздника Зул. Накануне праздника люди убираются у себя дома, подготавливают алтарь, расставляют на нем подношения, хозяйки готовят пищу, жарят борцики. И уже непосредственно в день Зул люди возжигают лампадки, читают молитвы. Все-таки это больше духовный или религиозный праздник, день ухода Ламы Цонгкапы в нирвану, поэтому этот день мы должны больше посвятить духовной практике, чтению молитв. В этот день возносятся молитвы Ламы Цонгкапы, такие как Мигзым, другие молитвы. Также в этот день читаются молитвы божествам долголетия, поскольку в этот день мы прибавляем к своему возрасту еще 1 год. Поскольку это духовный праздник, то нежелательно в день Зул и до самого наступления Джилинезн употреблять алкоголь. В этот день люди стараются ходить в хурул, на молебен, возжигать лампады в хуруле и у себя дома. То есть в этот день зажигаются тысячи и тысячи лампад. Именно поэтому праздник и называется Зул, что в переводе с калмыцкого означает лампадка. В этот праздник калмыки традиционно зажигают 3, скажем так, вида лампад. Первый – это Зул, как мы его привыкли все видеть, цёкце у себя на алтаре. Вторая лампадка – это онгце, или, как еще называют, лодка жизни. И третья лампадка – это есынгол, куда втыкается 9 фитилей для
9 планет. Ну, если первую лампадку мы все знаем, как делать, а сейчас я вам покажу, как делается онгце и есенгол. Для того, чтобы сделать онгце, или как еще называют лодочку жизни, его делают из крутого теста. В тесто мы не добавляем ни соли, ни сахара, просто у нас, значит, мука и вода. Тесто не должно получиться жидким, поэтому не стоит сразу добавлять много воды. Лучше добавлять постепенно, смотря за консистенцией теста. Вот, сейчас мы делаем тесто для лодочки и для еще одной лампадки, которую мы называем есенгол, которую уже хозяин дома должен будет вынести из дома с появлением первых звезд. Каждая хозяйка делает лодочку по-своему, как ей удобно, то есть определенного строгого порядка действий здесь нету. Вот мне удобнее сначала сделать вот такой плоский овальчик, а потом уже выдавить в этом овальчике непосредственно вот это сам онгце. Размер лодочки нужно делать исходя из количества членов семьи, потому что мы будем в эту лодочку втыкать фитили и в ряд, и сколько членов семьи, поэтому нужно рассчитать, какой длины должна быть лодочка. Примерно так это получилось. Это будет у нас онгце, лодочка жизни. Значит, и мы делаем еще одну лампадку, только уже цилиндрической формы, не как лодочку. В эту лампадку мы будем вставлять 9 фитилей, подношение 9 планетам, которые оказывают, значит, влияние на человека. 9 планет — это, значит, Солнце, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн и еще 2 планеты — это Раху и Кету. Именно вот эти 9 планет, как написано в астрологических текстах, оказывают влияние на людей. На калмыцком языке, так как мы вставляем в лампадку 9 фитилей, поэтому так ее и называют есенгол. Или еще есен-айс называют. Теперь мы делаем фитиль для обоих наших лампадок, и для онгце лодочки, значит, жизни, и для есенгол. Значит, сначала делаем для онгце лодочки жизни. На каждого члена семьи нам нужно сделать фитиль. И внутри этого фитиля мы вставляем травинку, значит, эсн, или ковыль, или ржанец называют ее. Значит, длина ее должна быть длина 4 пальцев. И на каждого члена семьи по количеству прожитых им лет, и к этому числу мы добавляем еще 1 или 2 или 3 травинки, что символизирует прибавление к своему возрасту 1 год. То есть, к примеру, если человеку, допустим, 10 лет, по-калмыцки 10 лет, то мы, значит, ставим 10 фитилей плюс 1, это 11 фитилей. Потому что некоторые старики говорят, что количество этих травинок в фитиле не должно быть четным. Поэтому, если у вас получается четное число, мы добавляем еще 1 травинку, чтобы получилось нечетное. Но это не везде так. Некоторые старики не обращают на это внимания, четное число у вас получилось или нечетное, и просто заматывают, значит, в вату нужное количество травинок. То есть, к примеру, если человеку 10 лет, мы берем 10 фитилей, 10, добавляем еще 1, и все это вместе в пучке обматываем ватой в 3 слоя. Также некоторые старики говорят, что раньше они каждую из этих травинок обматывали в ватку, и получался такой пучок из множества фитильков. Но в основном большинство наших стариков делают именно таким образом, что сначала собирают в пучок траву, а потом уже наматывают на нее, значит, вату в 3 слоя.
И вот так вот 3 раза, то есть в 3 слоя мы делаем этот фитилек. И самого старшего члена семьи мы ставим первым слева направо. Вот некоторые бабушки наши, тоже есть такая традиция, говорят, что когда делают вот эту унгцы, не ставят на себя гол для себя. Старые бабушки говорят, что я уже свое как бы пожила. Также в некоторых селах я слышал, что вот хозяйки, женщины тоже не принято ставить, даже несмотря на то, что они еще не такие старые, не ставят на себя вот фитиль в этой лодке жизни. Но все-таки большинство людей ставят фитиль на каждого члена своей семьи. То есть, будь у вас там 7 человек в семье или 4. Ну, вот сейчас мы сделали для примера, будто у нас 4 человека в семье. И сверху на фитилек мы наливаем масло, обильно смачивая полностью фитиль маслом. Но здесь нет необходимости полностью заливать лодочку маслом, как мы делаем обычно в лампадке, да, в цикце. Здесь достаточно будет просто смочить, ну, полностью пропитать фитильки маслом. После того, как догорит, значит, лампадка ОМЦ, лодочка жизни, так, мы вытаскиваем отсюда вот эти оставшиеся недогоревшие фитильки. Позже их можно будет сжечь, а тесто от этой лампадки скатывается в лепешку и жарится. Ну, сейчас в основном жарится, некоторые запекают ее в золе и эту лепешку разделяют между всеми членами семьи и съедают. Теперь мы делаем есынгол. Как я говорил, это подношение света 9 планетам. Для этого на каждый гол мы берем только одну травинку. Значит, 9 планет, которых мы сейчас будем совершать подношение, это легко запомнить по названию дней недели на калмыцком языке. У нас же воскресенье будет Нарнедр, понедельник Сарынг, потом Мигмыр, Юлимдже, Пюрве, Басынг и Бембе. Вот это 7 дней недели, они названы в честь тех планет, которые влияют на эти дни, то есть те небесные светила. И плюс еще 2 планеты, это Раху и Кету, которые, ну, сейчас в современной астрономии они, наверное, неизвестны, вот. Ну, можно сказать, мифические планеты, но в астрологических текстах они указываются, что также влияют на человека. Эту лампадку есынгол раньше калмыки поднимали на палке или на шесте. Хозяин дома, уже мужчина, поднимал наружу через дымоход кибитки и держал до тех пор, пока эта лампадка не догорит. И вот таким образом совершали подношение вот светом, огнем этим 9 планетам. Сейчас, так как мы уже давно не живем в кибитках и через современные дымоходы мы не сможем это сделать, через современную вытяжку, люди, значит, выносят эту лампадку через порог дома, переступив правой ногой через порог. Другая нога у нас находится дома, и на вытянутой руке держит эту лампадку, пока она не догорит. Это подношение совершает именно как бы хозяин дома или глава семьи. То есть если женщина глава семьи, ну, сейчас бывает такое явление, то женщина у нас ребенок, он, конечно, не может быть главой семьи, поэтому ребенок не может эту лампадку выносить на улицу. Сейчас люди часто путают, какую лампадку нужно выносить на улицу, какую зажигать дома. И некоторые люди выносят на улицу с появлением первых звезд, выносят именно лодочку жизни. На самом деле лодочка это жизни, она зажигается на алтаре
дома. Поэтому нужно быть осторожным, когда вы делаете. Бывает, когда много фитильков близко друг к другу расположенных и зажигается, бывает очень большое пламя. Поэтому будьте осторожны, чтобы соблюдайте меры пожарной безопасности. И 9 фитильков мы вставляем в нашу одну вот такую большую лампадку. Ну, тоже я смотрел, что старики делают по-разному. Некоторые собирают все эти 9 фитильков в один пучок и вставляют. Некоторые делают их все-таки на расстоянии, но все равно, когда они будут гореть, они будут гореть одним пламенем, скорее всего. Поэтому, сейчас мы сделаем, как я видел, большинство людей делают их на расстоянии друг от друга. И также смачиваем эти фитильки маслом. Муку для этих лампадок можно использовать разную. Пшеничную муку, ржаную муку, в общем, разницы нет. Таким образом, чтобы легче было запомнить, на зул мы используем, делаем 3 лампадки. Первое — это то, что мы зажигаем у себя на алтаре, обычная, как правило, металлическая лампадка цюхце, которую мы зажигаем еще с утра, и в течение дня мы возжигаем эти лампадки. Второе — это онце, лодочка жизни, то есть своего рода это обряд продления жизни. И третье — это Исынгол по отношению к 9 планетам. И сегодня на уроке мы вкратце разобрали значение праздника Зул. Мы поняли, что Зул — это день ухода в нирвану Лама Цонгкапы, основателя нашей школы. И, конечно же, нам, как всем последователям Ламы Цонгкапы, важно сохранить, изучать и практиковать учения, которые оставил нам Зонгпа Гиген. И к завершению урока мы хотим поздравить всех с наступающим праздником Зул. Зул дырля хамы кемпін жырлың болын жырлыгин үнсінлі тақсқы олдға, хамы кемпін зовлың болын зовлыгин үнсінәсі қақсқы олдға, хамы кемпін зовлың көға жәліғасы әсі қақсқы олдға, хамы кемпін қол өрі тәчіғі өкші қорасы қасқысын тәкші сүрәд бәғі олдға.